Тырзкуа журналистча, халагой тапсны хада, ашуксбжа айхшала койрызгу и пресс-конференция. Обзавшимся гранта айкумшацыз издрует зарако расшанишему хартуп хайцвержизен. Рауль Джункепа урыстула снезыгането финанс цхрара пааквери тагзаны гагра ашколтуца хабра аргулары жуп Ерубаски ашколтуца хабра дыргулойт тхина кытан очимчира калакече ахучбахчечец аргулара яцсоп яйткулан фишпахопшве а инвестицият программа республикаче ахархаша. Ербанзалоги аргулара Ера социал программа ЕСКО школ хорома садик хорома урстула харахай мадарана ера программа курчу ербан урт рукацара винкара яхопенс вианагут аргылара ишахтоала ежу амта ялагза никацат биззиги аускунагзоп Шамтула пснахиб шумраз ханацит аюган куте усицура хаквертагзана зиграб хадза иргыланы зынагзараз бхягвато проект кош хазрыла шавирхтахан از خزاران غلاشته داره حره يحبجح تروب أيكو شحات ردو وإنا ورجلان أيكو شحات ركوا إقتصادية جانخ أخوة جانخ حطول структура ка одну как усуре дер министр рейз газаша зарак ваг хахопшотипс и цегапха ахараха таглазаша айхтра успа харцнугартиш. Скажите, пожалуйста, об экономических показателях за первое полугодие этого года. Когда формировался бюджет, мы исходили из более реальных цифр. И если говорить о том объеме, который нами планировался, это 5 миллиардов 209 миллионов, это собственных возможностей. Я все время опираюсь именно на собственные возможности. Потому что для нас это важное направление. Если мы не будем заниматься проблемами роста своих собственных возможностей, какая бы ни была финансовая помощь, она будет только способствовать на короткий период времени. Поэтому те объемы возможностей, которые мы создаем, позволяют говорить о том, что идет процесс нарастания. Да, мы с учетом тех процессов, которые складывались в период проведения чемпионата мира, не получили того количества людей, которые обычно приезжают к нам. И с прошлого года ситуация не самая лучшая была. Но при этом мы можем сказать, что первое полугодие прошло не самым худшим образом. Да, есть определенные отставания, но эти отставания не говорят о том, что у нас все плохо. Были и остаются, к сожалению, цифры, которые свидетельствуют о прошлых годах, когда бюджетные возможности были еще сложнее и труднее. Я надеюсь на то, что во втором полугодии практически объемы наших возможностей возрастут. Планы тех же налоговых поступлений выросли на 102%. Если говорить о суммах поступлений, на 47,4 миллиона мы больше показываем по цифрам. И я не сомневаюсь в том, что это у нас будет нарастать. Выполнение на уровне 90%. Могу сказать, что собственные доходы государственного бюджета составили порядка 2 миллиардов за первое полугодие. И есть надежда, и мы не сомневаемся в том, что те объемы, которые мы взяли как объемы для того, чтобы повысить свои собственные возможности, будут таковыми, какими мы их определили. Если брать цифры с 2015 года, практически нет ни одного года, который не свидетельствовал бы о том, что наши бюджетные возможности нарастают. И нарастают с каждым годом. И они приблизились уже к 5 миллиардам рублей. Я думаю, что это хороший показатель. При всем том, что да, действительно, мы не добираем определенные суммы, но это пока еще говорит о том, что не все нами сделано. В части, касающейся и администрирования платежей, всех тех объектов, которые должны были четко обозначены и в той же курортной сфере, и по многим другим направлениям нашей деятельности. Вот в продолжении темы собственный бюджет страны за последние годы увеличился. За счет каких сфер экономики это произошло и какие меры сыграли решающую роль? Это вопросы администрирования, вопросы более четкой легализации тех объектов, которые, к сожалению, долгие годы мы не видели. Это не простой процесс, это сложный процесс. Есть противодействие этому, но другого выхода у государства нет. И поэтому эти направления должны быть продолжены.
вне зависимости от всех тех желаний и нежеланий работать в этом направлении. Я еще раз хочу заметить, активизация работы налоговой структуры дает положительные результаты. Изменяется ситуация и в таможенных структурах. Да, были на какой-то период у нас сложные процессы, но сегодня идет процесс выпрямления этой ситуации. И, несомненно, к концу года мы получим бюджет не менее того, который был у нас в прошлом году. И в последующие годы бюджет должен нарастать. Я не один раз говорил о том, что у нас есть ресурсы, которые позволят нам наращивать бюджетные показатели, но нужна еще более жесткая работа в части администрирования. Вы говорите, 47 миллионов мы заработали. Куда они потрачены? Что мы сделали на свои деньги? Что построили, что открыли, куда вложили? Говорить о том, что мы только за свои собственные средства все делаем, это было бы неверно. Та финансовая помощь, которая приходит из России, дает нам возможности работать по разным направлениям. Это многие-многие направления, касающиеся дорог в селах. Это водопроводы, это энергетика, это непредвиденные расходы, которые возникали в течение бюджетного года. В том году и в этом году это опорные стены по нашим дорогам, которые были сделаны, и никто не говорит, что это плохо. Но, к сожалению, многие участки этих дорог спускаются. Были эти работы когда-то в 50-е годы проведены, с тех пор практически эти опорные стены оставались никем не тронутыми. В настоящее время это требует серьезных вмешательств. Та же самая ситуация на Ишерском участке. У нас практически в год по несколько раз происходит затопление. Многие из тех, кто здесь сидят, хорошо помнят советское время, когда и на проспекте Мира, там, где мы учились, иногда по колено приходили в эти учебные заведения. И многие эти объекты, подвергаясь потоплению, ни советская власть, никто не создавал тех усилий, которые мы сегодня создаем. По каждому дому, по каждому району есть обращение. Только по Гулилипскому району, благодаря тем работам, которые были проведены по этим каналам, вот мы практически избежали в этом году таких серьезных потоплений. Даже те же вопросы, связанные с Баслой, Гариквара и другие работы, которые были проведены в течение этих лет, дают возможности уже более другого порядка. Да, есть эти потопления. Да, хочется дойти до каждого человека. Но, к сожалению, я еще раз говорю, объемы финансовой помощи по непредвиденным обстоятельствам с каждым годом возрастают у нас. У нас они, к сожалению, в бюджете не заложены. Но мы изыскиваем эти возможности и пытаемся помогать нашим людям. И я еще раз говорю, проделана колоссальная работа. И несмотря на всю ту критику, которая звучит, но она не обоснована, я могу с полной уверенностью сказать, работы делаются, работы ведутся, люди требуют еще больших возможностей. И это правильный процесс. Этому не нужно удивляться. Каково ваше видение ухода в отставку вице-президента Республики Виталия Гавня и событий, которые этому уходу предшествовали? События, которые этому предшествовали, конечно, я воспринимаю отрицательно. И никто не говорит, что это хорошо. Но принятое решение вице-президентом – это его решение. Я понимаю, что это не самое, может быть, такое правильное было решение, но это было его решение. И никто не говорит о том, что процесс политической и экономической работы от этого будет остановлен. В чем все-таки причина того, что столь долго декларируемая конституционная реформа, связанная с перераспределением полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, она буксует? В принципе, остался буквально год до новой президентской избирательной кампании, а, как вы знаете, вы лучше меня знаете о том, что внесение изменений в Конституцию требует солидного времени. Я думаю, ни для кого не секрет, что мы в части, касающейся конституционной реформы, сделали немало. Судебная реформа, Конституционный суд создан, но нам уже давно направлен соответствующий проект в парламент по избирательной системе. Мы готовы пойти на смешанную форму. В парламенте пока этого, как говорится, процесса активного такого нет. Я готов, еще раз говорю, как только будет процесс второго этапа завершен, можно говорить о начале и третьего этапа.
перераспределению полномочий. Я не вижу здесь ничего трагичного. Нам не нужно копировать тот опыт, который есть в мире. Мы можем создать свой прецедент, который будет во благо нашего государства. Но я и знаю другое. Те, кто декларирует и сейчас о этой конституционной реформе, но на деле этого процесса и не желают, и не хотят. Рауль Джунгапа, ярба нахушаро яфитарци филшо айгва Москва имя пасазу Ростула хадей фейпалара. Үхінтәрі грейзіға зашы, айзхара, әмі хаку. Агурагез гойд, урыстылы, ишхат гулы, ишхат схралы, аха харги эйлахкару. Ацхырары, инагузалаги, эсімшіги аладзон. Хард гяхнапка, уйцас, ауса харурт, ауса харурт, хымы пахгалару. Эсімша, дачаджука хрук гуа, үхінтәрі ахзыргыладзу. Ехиги хаму пацхырары. Агирташукска рылейдж урпшыр, усқан иқыз ацхырары, ехи қой ацхырары, ейпшдзам. Усқан яла нагалыз, агирташукска, үйнізки ажбаки, үйнізки випшти шукска, рүйніц ала яла нагалыд, ежибжбе миллиардины рейханы. Уй үйген крыла яла нагалын. Инвест-программа и комплексный план ярубрягана хала жаха миллиард ала нагалыд. Агирах ацхырара ола фахозухан и хартоза, барта структура кое Ртагалы заши их харцхана зухан. Яла нагалыд, а миллиардки бжики не рыдцны. Яра инвест-программа комплексный план ханижу яла ганза, юнизки ажбатки, ашук скваран, и хауид миллиардки бжики. А брз гейцуцар, и алот и вибжбе миллиарды бжики он зафара. Убыскон пям тазухан, яра харах бюджет, а мультипликатив тагыла заша юрп и зыкомладзе. А бюджет ахи ацыха, айз харамудзе. А вёхту яшук синергну, яхяо жранзе, харти хауид. Жаха миллиард, иш миллионы нырцны. Уртырканпи, ху миллиардки, пшиш миллионки, а инвест-программа ахидзал. А гирах, биш миллиардки, биш миллионы нацны, и хауид абартавола фукварзухан. И он барзал шадзу. Абрихушук сарюнецка, а улафахука разухан и хауа шейз хазала. Рызы яшукская лоцар. Юнецки ажбет яшук синергны, яхяо жранзе. Винивя миллиард, и ханы хау. Югов да чахархартак, а пенсияка. Випшки ашук сынзе, и хауид жа миллиардки биш миллионки. А випшки ашук синергны, яхяо жранзе, жавя миллиард нацны. Араги он барзал шадзом. Апартат панчевицу Ирова, хочила аштыца и шучу. Яшу, выгез хадзон. И хани хаур тахупа. Апарта хархартака, аус шуру баркю. Хампада рях инкара яху. Хампада рядик псуха хамадзам макяна. Аха зигирабки дзинергылан. Ятахуп харах пара, хари хархава пара, хочила айс хара яла гарциза. Миллиардки, пших миллион и хауз хошук сарюнец ала. А инвест-программа я заучу. И у нарбой харахаюнец капи, бюджет тагыла заша, и шей харакхаз, а инвест-программа не хауацкис. Рауль Джумкович, 4 года назад вы были выбраны президентом. Как вы оцениваете свои действия на этом посту? Что удалось достичь, а чего нет? И собираетесь ли вы баллотироваться на второй срок? Вы знаете, я уже в течение какого времени слышу, с первого дня своего нахождения во власти, пойдет ли президент на второй срок, будет ли баллотироваться во второй раз. Ребята, придет время, все узнаете. А что касается тех, кто начал раннюю гонку, ну, извините меня, это, во-первых, не соответствует нашему законодательству, завуалировав под различные приемы и методы хождения в народ, а потом пугать людей тем, что нужно принимать соответствующие жесткие меры, страна у краю пропасти. А может быть, они нас доили? Что касается тех достигнутых результатов, и чего мы не достигли. Хотелось бы больше, но получилось не так, как иногда мы планировали. Те же вопросы, которые вы сейчас мне задавали по конституционной реформе, может быть, это изменило бы положение дел в нашей стране, если бы мы смогли бы создать условия для того, чтобы этот процесс начался. К сожалению, мы не смогли, декларируя о том, что сумеем объединить всех людей. При всем том, что мы постарались не подходить по принципу «мой, твой», мы в системе исполнительной власти практически
оставили тех людей, кто мог работать, несмотря на какие-то либо политические его воззрения. Что касается того, что не сделано, конечно, многое хотелось бы сделать по части того же нашего признания. Но работа это требует совершенно другого подхода и других решений. У нас есть соответствующие документы, которые гласят о скоординированной работе с внешнеполитическим ведомством России. И многое, что сделано. И, несомненно, признание Сирии – это результат совместной деятельности. Вопросы, связанные с созданием службы судебных приставов, вопросы, связанные с самой в полном объеме реформирования судебной системы. Изменилось положение, и никто не может сказать, что это плохо. Хотя, да, нужно еще более жестко и акцентированно работать по части, касающейся судебных структур. Мы создали возможности Конституционного суда. Разве не видно то, что меняется ситуация и по сборам налогов, и по пещере, по Рицинскому заповеднику, по курорту Пицунда? Если бы этого всего не было, вряд ли бы бюджет был бы таковым, каким он есть. Да, мы хотели бы, конечно, больше, но, к сожалению, пока не все удалось. Обстановка в ГАЛ. Я думаю, что многие из вас бывали там и до того, как ситуация более-менее улеглась, и сегодня, какова она реально, если посмотреть. Галский район – один из самых спокойных районов Абхазии на сегодняшний день в криминогенном отношении. Разве не мы декларировали по поводу пунктов перехода, которые мы закрыли, вопреки тем возгласам, которые были извне? Это позволило нам так или иначе создать эту ситуацию, благоприятную ситуацию для самого населения. Разве не банковскую систему мы, откровенно говоря, вскрыли? И мы занимались этим более 2 лет. В банковской системе очень сложная была ситуация, и она остается, но банковская структура стала выравнивать свое положение дел. Никогда до этого не было. Впервые банк перечислил прибыль государства 22 миллиона. Разве не банк и его структуры вместе с органами прокуратуры, судебными исполнителями занимаются возвратами кредитов? Более 485 миллионов, насколько мне известно, на сегодняшний день возвращено. И более 30 миллионов по решению судебных органов. И этим занимаются наши судебные исполнители. Разве не наш народ, не мы с вами выплачиваем кредиты по железной дороге и по банковскому кредиту? Сегодня уже возвращено вместе с процентами и телом кредита, этих обоих кредитов, более чем 1 145 миллионов. Но мы все равно достигли определенного уровня, который позволил, помимо наших бюджетных обязанностей внутри своей страны, выполнять и те обязательства, которые на нас были возложены этими кредитами. Мы возвращаем те объемы средств, которые необходимо было возвращать. А представьте, если бы 1 145 миллионов были бы в свободном нашем применении, я больше чем уверен, в государстве еще были бы больше возможностей изменить положение в тех или иных направлениях. Мы запустили казначейство. Многим это казначейство не нравится. Понимаю. Это сужается окно манипуляций с деньгами, которые были ранее. Трудный процесс, непростой процесс, но казначейство начало работать. То, о чем я говорил в начале. Вырос бюджет нашей страны. Да, трудно. Да, есть инфляция. Да, есть курсовая разница. Да, эти проблемы, конечно, сказываются и на нашем бюджете. Но при всех этих трудностях у нас есть возможность поднимать их объем. За последние годы мы неоднократно вспоминали вопрос торговли с Грузией, таможенное оформление на Ингуре. Скажите, какое видение государства этого вопроса? Есть мысли о возможности более цивилизованного, легализованного, какого-либо еще подхода? Как власти смотрят на этот вопрос? Вы знаете, я неоднократно говорил по этому поводу. Нам надо легализовывать этот процесс. Исходя из того, что происходит на границе по реке Ингур,
во взаимоотношениях с Грузией, а они есть, незаконные взаимоотношения, тот или иной товар, который перемещается на нашу сторону, создает условия демпинга на нашем рынке. Практически наши продукты становятся неконкурентоспособными, потому что по цене и по себестоимости товары, перевозимые из Грузии, становятся дешевле, потому что они не проходят никаких процедур. И я думаю, что другого просто выхода нет. Это этап, конечно, сложный, но он должен быть реализован. Все товары, проходимые с территории Грузии, должны быть фиксируемыми. У нас сразу после войны были таможенные платежи на этой границе. Потом было принято решение отказаться. Почему? Для кого это сделано? Здесь у нас иногда звучат завуалированные в ура-патриотические формы голоса. Как это так? Мы должны выстраивать отношения с Грузией. А почему кому-то отдельно взятому человеку или группе людей возможно выстраивать отношения с Грузией? Почему государство должно не создавать соответствующие препоны и механизмы, которые позволят правильно регулировать эти вопросы? В последнее время в обществе очень много говорят о ратификации, о принятии парламентом 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции. Хотелось бы знать ваше мнение по этому поводу. И второй вопрос об инициативе парламента ужесточить наказание в части распространения наркотических средств. Кто мешает? Пожалуйста. Парламент проявит пусть готовность к тому, чтобы начать эти работы. Мы неоднократно говорили и по вопросам, связанным с декларациями в доходах. Мы говорили о необходимости создания тех условий, которые позволят видеть каждого из нас. И второй вопрос. Вы знаете, даже удивительно, так усилили по отношению к тем, кто извне. По отношению же к своим мы не применяем такие меры. У нас судья добился того, что вменил высшую меру наказания по отношению к гражданам, которые приехали извне. Я не разделяю никого. Но если такая ситуация по отношению к таким гражданам, почему у нас избирательная такая система подхода? Так давайте говорить о ужесточении по отношению к нашим, которые занимаются завозом. И практически пока еще мало что делается для того, чтобы в структурах исполнительной власти, да и в других структурах, не было бы наркоманов. Да, мы начали процесс проверок. С этим нужно бороться, конечно. Бороться и методами соответствующего воздействия с стороны Министерства здравоохранения, применять соответствующие методы лечения, но и по отношению к тем, кто применяет наркотики, ту демократическую форму, которую мы применили, она, к сожалению, пока не дает никакого результата. Еще больше и больше людей втягивается в эти процессы. То есть нужно искать другие методы воздействия. Ашкол Қоран итрыжва шука псышала яра структура япахцыз яра апсва безфя айзархара аусура язку аха ятахуб ицги яхана финанс қырара адгылара таху вахыгышнагалы ризик хзыпсахцу аха знызынла яна харкацуги опансбиянагой апсва безфя яха вахыгышнагалы зги идхарцату пшатагла заша хамац аха Хочу-хочла, этап-этапла хазнеирки пшатагыла заача пахцаларо. Аха яра хинткарра псуана, апсуа безфя окмыва ряд гилыча, а хинткарра ус яхзанычцу. Кто будет возглавлять комиссию по гражданству, которую ранее возглавлял вице-президент? И второй вопрос. Успеет ли обменять паспорта до конца текущего года? Как вообще идет процесс паспортизации? Я уже определил это лицо, я надеюсь, будет не менее четко выполнять эту работу тот, кто будет обозначен. У нас еще другие комиссии, которые велись вице-президентом. Все они будут работать, продолжать действовать для того, чтобы решать те задачи, которые стояли перед ними. Уже порядка 90 тысяч, насколько мне известно, паспортов роздано. У нас обычно принимает в голосовании порядка 140 тысяч человек. До начала выборов этот процесс будет завершен. Десятилетие признания России и Абхазии. Праздник прошел великолепно. Впереди новая дата, праздник особенный. В связи с этой датой остальные пенсионеры смогут ли рассчитывать на увеличение пенсии в связи с 25-летием?
бюджетная организация на увеличение, сколько возможно, зарплаты. Экс-вице-президент назвал цифры 6-7 октября, что будут очень сложные события. Это великий праздник, и его нужно встретить достойно. Изменения в пенсионном отношении по части некоторой категории людей, это не останется только по отношению к этим людям. Я надеюсь на то, что наши формирующиеся цифры затронут и этих людей, несомненно, будут изменения, и нам это нужно делать ежегодно, менять ситуацию в отношении людей, не только ветеранов, но и по остальной категории людей. Ну, что касается второго вопроса, вы знаете, я настолько уже к этому привык. Начиная с первых дней своего нахождения во власти, чего только не происходило. Начиная от митингов и попыток, как говорится, сместить, и проведение референдума, и все остальное. Им нужно аргументированно выходить и говорить, никто им не запрещает о том, что происходит в стране. Энергетическая область, естественно, является стратегической, важной для развития государства. И сегодня практически единственным источником обеспечения электроэнергии является Ингурская ГЭС. Там предстоят ремонтные работы и вообще много всяких проблем. Вот как вам, как главе государства, видится развитие этой отрасли? Есть ли у нас какая-то программа, есть ли возможность создания малых генераций? Вы знаете, к сожалению, мы много что декларировали за все эти годы. Мы, когда я говорю, это не только наша власть, и предыдущие, начиная от первого президента, принимали соответствующие меры для того, чтобы сохранить эту отрасль. Но сохранить одними усилиями чиновничьих структур это невозможно. Люди, общество должно подходить совершенно по-другому к этому вопросу. Я еще раз хочу заметить, те объемы возможностей, которые были даны России, позволили изменить положение дел по многим силовым подстанциям. Что и спасло нас за последние 3-4 года, если вы заметили, резких каких-либо перепадов, отключений в энергетике нет. Но передающие линии, большие наши, так называемые 220, и внутренние сети остаются в плачевном состоянии. Самим реализовать программу изменений этой ситуации, к сожалению, пока нам не удастся. Для этого нужны соответствующие инвесторы, должны соответствующие суммы денег, и это колоссальные деньги. У нас есть соответствующая программа в кабинете министров, объем этих возможностей мы заложили порядка 10 миллиардов, но на первом этапе работы должны хотя бы быть начаты в объеме 3 миллиардов, для того, чтобы снять многие вопросы. Говорить о каких-то малых пока станциях, к сожалению, тоже не приходится. Мы заложили следующую инвестпрограмму, поддержат нас и не поддержат, пока трудно сказать. Работы, связанные с перепадными станциями на галской территории. Это было бы серьезным подспорьем, если мы смогли бы реализовать эту программу. А в целом, я еще раз говорю, пока ситуация остается критической. В начале 2019 года предполагается остановка Ингургэс в связи с масштабными работами в деривационном тоннеле. Как мы будем жить в этот период, за счет какого, будет ли переток электроэнергии в Абхазию и откуда, и ведутся ли уже переговоры? У нас были какие-то моменты, когда ситуация с теми же объемами воды на плотине вынуждала нас обращаться к российской стороне. К счастью, в прошлом году этого не произошло. Хотя в предыдущие годы Россия нам помогла и помогла существенно. Для того, чтобы эти перетоки были. И Россия оплачивала. Вы понимаете, нам нужно понять, так или иначе станции Ингургэс требуют соответствующих усилий. Но, насколько мне известно, в 2019 году не будет этих работ. Это не говорит о том, что мы должны сидеть сложа руки. Нам думать нужно о перетоках и тех линиях, которые могут выдержать эти перетоки. У нас и сегодня практически те перетоки, которые организуются из России, доводятся только до Сухума. Каковы, на ваш взгляд, предварительные итоги курортного сезона? Хочется надеяться, что все-таки мы выправим ситуацию в части, касающейся туристической сферы. Да, действительно, практически 1,5 месяца летнего сезона, связанного с чемпионатом мира, было, как говорится, непростым.
при всем том, что таких жестких подходов по отношению к нашей границе не было. У нас даже были случаи, когда с паспортом болельщика люди переезжали, иностранцы, на нашу территорию. Да, приезжали люди, но такого количества, как сейчас, не было. Сегодня уже можно говорить о том, что количество туристов увеличилось. По данным нашей границы и российской границы, иногда это количество достигает до 50 тысяч в сутки. Но это не говорит о том, что все это туристы. Это категория людей, которые перемещаются и туда, и в обратном направлении, из числа и наших граждан. И есть категория людей, которые заезжают к нам только на сутки. Что касается самой пропускной способности, в свое время, когда предыдущее руководство, предыдущие руководители обращались к Российской Федерации, мы были услышаны. И были соответствующим образом проведены работы на количественные параметры в 25 тысяч. Но получилось так, что количество людей, переходящих границу, возросло в 2 раза. Увеличили количество кабинок. زحن أوسبخ أنا بعزو لشويتهم يحرق سزويوب أي بشر فيتيران شيء أي بشر إنفاليد شيء زحن. يسمزا كاتكو أيوة ورتا كاتكو ويزاس حروق بشنا وبريوزيخ زوحاز وبريوزا تقول زاشكو زمو سنباتوينا أتزكم يجم يتصر يأحتخ زجيري حو يخدروه نيسب خدزو ورتوا يقنص زجي أبري وريشو حزب شحرق تراجود ينا تطلق ناس يتاخ يقرز صاعد ريالك وبريح مخر تزحن ويزاس يالبشتو يباتدو أتقول زاش يزخوتستو خمبدا يتخوب وا يخو أبرت كاتيجوريا خوزلق تراجوز ويزاس يالبشنا يتخر يرا وريوزاس нищ. Почему до сих пор в этой стране, в этом государстве не работает аэропорт? Вы знаете, хотелось бы, конечно, иметь аэропорт, и чтобы он функционировал, и чтобы были полеты хотя бы, может быть, в 2-3 города. Но могу вас заверить, работа сейчас идет интенсивно, и преждевременно говорить о каких-то направлениях я бы не хотел. Мы говорили и об этом с президентом Российской Федерации. Недавно в Грузии прошли учения, Грузия и НАТО, достойный партнер. Хотелось бы узнать ваше мнение. Вы знаете, удивительно, что у нас уже зазвучали голоса о том, что Грузия нам не враг, что нужно выстраивать отношения с этой страной. Мы что, перестали понимать, что Грузия готова решать эти вопросы военным путем? Проводятся эти учения, и мы проводим эти учения в контексте взаимодействия с российскими военными. И просил бы никому не вводить в заблуждение наших людей. Мы не были никогда территорией Грузии. Это было искусственно созданное образование в тот период. И сегодня возврата к прошлому не будет.